Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема будет такой. Кто в ближайшем будущем будет вас соблазнять? Кто будет вас добиваться? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и назначьте свой срок. И давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, девчоночки, отсыпка у нас общая, но раз вы на нее попали, здесь очень важная информация для вас. Так, давайте пойдем по порядку. Вот у меня идет ощущение какого-то праздника. Праздник, посиделки, какая-то встреча. Да? Встречаются люди, сидят, говорят, что-то кушают, выпивают. Ну, в общем, развлекаются. Да? Развлекаются, хорошо проводят время. Мужчина, которого вы совершенно не знаете, это будет как новое знакомство. Возможно, будет участвовать в этом мероприятии, может быть, случайно зайдет, да, там, где вы будете сидеть, отмечать. Вы ему очень понравитесь, очень-очень. Вот прям соблазнится на вас. Вот вы такая красивая, там, может, разгоряченная после танца, там, румяная. Вот, прям глаз загорится на вас. И я вижу здесь как танцы, понимаете? Вот видите, мужчина женщину кружит, так на руках поднимает, вот как в танце. Какие-то танцы идут. Привлечете вы внимание этого мужчины, я так понимаю, что будете с ним танцевать. Вот музыка, да, музыка, танцы. И будет он, девочки, к вам прижиматься. Ой, как он загорится. Ой, пожарище. Держите меня 7. Так он, девочки, на вас возбудится, что ж страшно станет. Ему в первую очередь страшно станет. А вы действительно, вы очень сексуальная. Особенно, когда у вас настроение хорошее, когда вы в таком вот прям состоянии, да, отдыха. Бедные мужики. Ой, бедные мужики. Но это новый знакомый. Ну что, потанцуете, да, будет тут вам рассказывать, как он в вас влюбился с первого взгляда, какая вы самая красивая, самая очаровательная. Интим предлагать навряд ли, хотя если мужчина прям очень разгорячится, то и может. Но требовать, просто будет требовать продолжения вашей встречи, ну, то есть пойти куда-нибудь там в клуб, в ресторан, там еще куда-нибудь, вот именно чтобы вас вытащить из этого общества, из этого коллектива. Но я так понимаю, что вы не согласитесь, да, не привыкли вы с незнакомыми мужиками куда-то ходить. Да, но телефончиками обменяетесь, может быть, социальными сетями обменяетесь, но мужчина просто пропадет в омуте ваших глаз. Соблазните вы мужчину. Соблазните. А вы и сами поймите, что вы его соблазнили. Другой вопрос, что он вам не очень нужен, да, либо не сильно-то и надо, да, но это другой вопрос. Но мужчина, ой, прямо жалко его, да, бедненький. Вскружите мужчине голову, потом вас забыть не сможет. Но вы почему-то не захотите с ним контакты продолжать, но прям будет и названивать, и написывать, и искать вас везде будет. Да, западете прям и в душу, и в сердце этому человеку. Главное, что вам будет весело, главное, что вам будет хорошо. У вас, кстати, после этого случая очень сильно поднимется самооценка. Вот, да, вот как вы себя оцениваете. Кто-то из девочек думает, ой, у меня там возраст, ой, у меня там морщины, ой, у меня там целлюлит. Но вот этот мужчинка, он, девчоночки, все по своим местам поставит. Вот прям докажет вам, что вы еще, ох, какая... Ой, желанная девочки. Вот что он вам докажет. Так, идем дальше. Здесь, похоже, очень
Работа, да, коллектив, работа. Может быть, вы работаете, может быть, вы в какой-то коллектив ходите, да, там, где люди собираются по какому-то вопросу. Может быть, это самодеятельность, может быть, это какой-то кружок. Может быть, вы спортом занимаетесь, да, в спортзал ходите. Может быть, вы ходите на какую-то физиотерапию, да. Ну, то есть там мужчина есть, он вас знает. Он за вами давно наблюдает. Нравитесь вы ему очень сильно. Знаете что? Почему-то этот мужчина не может напрямую подойти и сказать, что вот я там влюбленный, ты мне нравишься, давай-ка мы с тобой как-нибудь пообщаемся. Нет, он почему-то не может это сказать. Не может. Какой-то запрет на это есть. Вот с его стороны, с вашей-то не вижу, а вот с его, да. Может быть, вы замужем, да? Может быть, вы замужем, может быть, он не свободен, может быть, там строгая субординация. Но он прям вокруг вас, смотрите, как увивается, и улыбается, и подмигивает, и прям, знаете, вот как прижаться к вам хочется. Прижаться, вот за руку подержать. Прям обхаживает вас, девочки, обхаживает. Знаете, он как будто бы от вас взаимности будет добиваться. Вот чтобы вы ответили на эти его ухаживания, такие неформальные. Может быть, вы очень строги с этим человеком, либо вы себе не позволяете на работе, либо в таких вот местах, да, как-то проявлять свою женственность. Тут, как знаете, и хочется, и колется. Но обхаживать будет так аккуратненько, не спеша, ну прям уделяет вам внимание. Очень хочется к вам прижаться. Может быть, даже как-то уловит момент, либо как подстроит момент, чтобы к вам прям прижаться, да, прям почувствовать вас, ваши духи почувствовать, аромат вашей кожи почувствовать. Так, ну, в принципе, я не вижу, чтобы вам было противно, но есть большое но. Если вы замужем, то я думаю, что вы дальше, чем вот такие ухаживания, не пойдете. Если он жена, то же самое. Для вас это принципиальный момент. На работе, ну я так понимаю, что вы не хотите на работе каких-то романов. Мне почему-то кажется, что у вас к какому-то другому человеку привязка, либо вы какого-то другого человека хотите. Это будет забавно, это будет интересно. Ну, такое развлечение у вас идет с тем человеком, именно развлечение. Девочки, кому будет приставать, либо заигрывать с вами ваш начальник, непосредственный начальник, либо там самый главный начальник, тут кого-то и так отыграется. Если вам нравится этот человек, если вы тоже к нему, как говорится, неровно дышите, то здесь даже что-то может и выйти. По крайней мере, какой-то страстный любовный роман может выйти. Для женщины этот роман отыграется большим плюсом в карьере, в продвижении, в зарплате, там, не знаю, в объеме работы. А для мужчины это просто какая-то душещипательная история, которая для него даже в каком-то моменте трагична. То есть, если этот мужчина не свободен, он в вас влюбится по-настоящему. То есть, это не только про инстинкты, это не только про страсти, но это будет и про любовь. А с вашей стороны, это чисто страсть идет. Вот. Если он женат, он будет очень страдать от того, что он не может быть с вами. Вот. Ну, для вас, видите, как выгода для него. Для вас плюс, для него минус. Вот так вот идет. Если вы хотите отношений, которые ни к чему не обязывают, то есть легкости хотите, развлечений хотите, карьеру хотите, да, как приятное с полезным совместить, прекрасный вариант. Вот. Только знайте, что вы мужику жизнь испортите, да, разобьете ему сердце. Вас он никогда не сможет забыть. И, понимаете, он бы вас и никогда не отпустил. Но видите как? Нет у него на вас прав и не будет никаких прав на вас. Ну, вот видите, выгодная ситуация для женщины. В кои-то веке женщинам перепадает. Обычно там, что мужики женщинами пользуются, да? А тут вот прекрасная возможность воспользоваться мужиком. Так что не теряйтесь, кто может договориться со своей моралью. Пожалуйста, будь открыт.
Кому не нужны, скажем так, такие отношения, ну, девочки, вас же никто не заставит. Нет, не заставит. Ну, будет ходить, страдать, там, в вашу сторону слюни пускать. И все, все. То есть так не пойдет. Вот в открытую приставать, домогаться. Нет, не будет. Так, еще один мужчина вышел. Мужчина южных кровей. Мужчина 40+. Мужчина при деньгах. С вами, ну, разные национальности тут идут. Возможно, даже и религии разные. Мужчина одет с иголочки. Мужчина весь такой холеный, лощеный. И как, знаете, молодится мужчина, что вот я там молод. Не смотри на мой паспорт, да, я молод в душе. Да, может даже набрать про свой возраст. Хотя, в принципе, если приглядеться, там видно, сколько ему лет. Так, но тут мужчина, он какой-то Дон Жуан. У него этих женщин по жизни было, господи, 1001 штука. Несколько раз женатый. Там и дети, и, возможно, даже какие-то внуки уже на горизонте. Опытный, в отношениях очень опытный. Вы как-то с ним случайно столкнетесь. Случайно, вот прям действительно столкнетесь. Вот как не разойдетесь на одной дороге, может быть, в каком-то проходе не разойдетесь. Обратит на вас внимание, вот ваш образ, он ему что-то напомнит, кого-то напомнит, какое-то ощущение у него пойдет, давно забытое ощущение. Девочки, ну не могу сказать, что прям соблазнять будет, но будет пытаться вот перед вами там хвост распустить, куда-то вас будет приглашать. Он за вас либо заплатить даже захочет, либо что-то вам купить, либо, не знаю, там метнется кабанчиком, цветочки вам купит. Но вы его в упор вот не видите, не хотите, вам неприятно даже его общество. В какой-то прям грубой форме вы ему откажете, 100%. В принципе, ну нет, это мужчина, ну нет, не подходит. Он вам не подходит и... Да нет. Правильно сделать. Вот вам ваша интуиция так и подскажет, что этот мужчина нам не нужен. Не хотим мы его, все. Посылай его куда подальше. Да. Так, еще кто-то у меня уже встречается, общается. Вот прям венце у меня тут бабочки полетели в вашу сторону. Общается, встречается. Ну, возможно, вы уже пара. Может быть, вы просто дружите. Здесь мужчина действительно готовится к тому, чтобы вас, девочки, в прямом смысле соблазнить. Сами понимаете, да, романтическая обстановка, винишко, там всякие штучки-дрючки, и мужчина будет вас соблазнять. Я так понимаю, что вы не против, вы даже очень не против. Ну вот, пожалуйста, он вас либо уже пригласил, либо пригласит в самое ближайшее время. Вот поверьте, в этот вечер, да, в эту ночь между вами все и случится. Здесь у меня выходит взаимное желание, взаимное притяжение и вот страсть, да, порыв страсти, он 1 на 2 идет. Вот, так что, девчоночки, готовимся, красивая бельишко, ну, сами понимаете, что делать, да, я думаю, девочки все взрослые, знаете, как это все делается, да, мужчинка тут прям будет, смотрите, стараться, он что-то подготавливает, знаете, прям мление идет от вас, от вашего образа, вот как подумает, что с вами постель делит, аж бедненький подпрыгивает, да. Не, ну тут шикарно сделает, шикарно, вот прям стол накроет, да, либо в ресторан хороший поведет. И слова такие красивые, вот прям, знаете, вспоминает, либо где-то подсчитывает, да, чтобы вас прям совсем может со всех сторон окружить и покорить. Ну, здесь 100% звезды сойдутся, и я вижу, что это и ваше желание, и его желание, и вас ждет приятное время, страстное время огня, время удовольствия. Ну, дай Бог. Когда оно взаимное, когда оно по любви, это же самое лучшее. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.